Продвигайтесь по фронту, захватывая позиции. Доставляйте документы, уничтожайте силы противника. Цель. Здравствуй. Враг обнаружен! Обнаружен РПГ! Благодарю! Все в укрытии! Враг захватил позицию. Спасибо! Ложись! Документы доставлены на базу. Пока ликвидирован! Дай бог тебе здоровья! Позиция захвачена. Враг обнаружен! Стрелок! Убит! Благодарю. Вижу противника. Позиция захвачена. Документы доставлены на базу. Враг захватил позицию. Снайпер, иди сюда. Дай бог тебе здоровья. Так точно. Уничтожен! Вижу укрытие. Бывало и хуже. Позиция захвачена. Враг захватил позицию. Ваша команда пересекла линию фронта. Позиция захвачена. Внимание, противник! Победа близка. Так держать.
Команда противника пересекла линию фронта. Внимание, противник! Враг захватил позицию. Внимание! Обнаружен тяжелый боец. Враг захватывает передовую позицию. Сперся! Враг побеждает. Не сдавайтесь. Позиция захвачена. Цель стрелок. Есть цель. Противник. Медик. Прячьтесь, снайпер. Доктор. Нужен доктор. Противник обнаружен. Стрелок противника. Ваша команда захватила фронт. Снайпер. Баланс команды. Он уравнивает шансы при встрече с противником. У снайпера самое дальнобойное и эффективное оружие в калибре. Снайпер оберегает союзников. Он берет на себя особо опасные цели – гранатометчиков, пулеметчиков, медиков. Остальные цели не важны для снайпера. Переключаясь на них, он рискует пропустить сильного противника. Снайпер – ангел-хранитель. Это видео кратко расскажет про особенности калибра. Калибр — это игра про оперативников и их командное взаимодействие. Каждый оперативник — это мини-игра. У одних бойцов большой боекомплект, но они менее подвижны.
Некоторые успешно работают на большом расстоянии, но слабы вблизи. Другие же хороши своими умениями, но не очень эффективны без них. Для победы в калибре важно знать как плюсы, так и минусы каждого бойца. Ресурсы даются игроку на весь бой, а не на раунд. Важно грамотно ими распорядиться. Например, боекомплект. При перезарядке состояние магазинов сохраняется. Пополнить боекомплект можно с помощью специальных ящиков. В течение боя им понадобится время на восстановление. Также у каждого оперативника есть выносливость. Она тратится, когда боец бежит или использует способности. Не стоит торопиться. Используйте выносливость грамотно. Это может переломить ход битвы в один момент. Карта. На ней есть разрушаемые объекты. В ходе боя они не восстанавливаются. Некоторые расстреливаются пулями. Иные укрытия можно уничтожить только тяжелым вооружением. А есть и такие, которые взрываются и наносят урон. В калибре победа строится на основе принятых решений. Удачи в бою! Это видео кратко расскажет про особенности калибра. Калибр — это игра про оперативников и их командное взаимодействие. Каждый оперативник — это мини-игра. У одних бойцов большой боекомплект, но они менее подвижны. Некоторые успешно работают на большом расстоянии, но слабы вблизи. Другие же хороши своими умениями, но не очень эффективны без них. Для победы в калибре важно знать как плюсы, так и минусы каждого бойца. Ресурсы даются игроку на весь бой, а не на раунд. Важно грамотно ими распорядиться. Например, боекомплект. При перезарядке состояние магазинов сохраняется. Пополнить боекомплект можно с помощью специальных ящиков. В течение боя им понадобится время на восстановление. Также у каждого оперативника есть выносливость. Она тратится, когда боец бежит или использует способности. Не стоит торопиться. Используйте выносливость грамотно. Это может переломить ход битвы в один момент. Карта. На ней есть разрушаемые объекты. В ходе боя они не восстанавливаются. Некоторые расстреливаются пулями. Иные укрытия можно уничтожить только тяжелым вооружением. А есть и такие, которые взрываются и наносят урон. В калибре победа строится на основе принятых решений. Удачи в бою!
Это видео кратко расскажет про особенности «Калибра». «Калибр» — это игра про оперативников и их командное взаимодействие. Каждый оперативник — это мини-игра. У одних бойцов большой боекомплект, но они менее подвижны. Некоторые успешно работают на большом расстоянии, но слабы вблизи. Другие же хороши своими умениями, но не очень эффективны без них. Для победы в «Калибре» важно знать как плюсы, так и минусы каждого бойца. Ресурсы даются игроку на весь бой, а не на раунд. Важно грамотно ими распорядиться. Например, боекомплект. При перезарядке состояние магазинов сохраняется. Пополнить боекомплект можно с помощью специальных ящиков. В течение боя им понадобится время на восстановление. Также у каждого оперативника есть выносливость. Она тратится, когда боец бежит или использует способности. Не стоит торопиться. Используйте выносливость грамотно. Это может переломить ход битвы в один момент. Карта. На ней есть разрушаемые объекты. В ходе боя они не восстанавливаются. Некоторые расстреливаются пулями. Иные укрытия можно уничтожить только тяжелым вооружением. А есть и такие, которые взрываются и наносят урон. В «Калибре» победа строится на основе принятых решений. Удачи в бою!